участником 6-й международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии», Астана, Республика Казахстан. Дорогие друзья, соратники, человечество остро нуждается в радикальной перемене образа мышления и системой ценностей, которыми оно руководствуется для избежания военной и экологической катастрофы. Сегодня линии противостояния и срыва намного превышают линии разбирательства и сотрудничества, к сожалению. В начале 21 века мы видим собственными глазами, как исчезают целые государства, как гибнут люди, как уничтожаются артефакты культурной древности человечества из-за межнациональной, межэтнической и межрелигиозной ненависти. При этом некоторые приняли на себя роль поджигателей и наблюдают со стороны. Наше тенгрианское сообщество приняло на себя обязательство работать для утверждения самой высокой гуманности на основе древней морали наших древних предков. Мы сегодня призываем к взаимопониманию и к взаимопомощи между народами. Нужно противостоять жадности определенных кругов, которые наживаются на несчастье людей. Тенгрианство в прошлом и сегодня обладает широтой взгляда на мир. Оно не навязчиво, оно прощающее. Оно может послужить мостом между людьми на самом широком массовом уровне. В этом мы видим нашу роль и гордимся своей сопричастностью. Уважаемые друзья, мы желаем успеха нашему высокому научному форуму, умножения силы и влияния наших идей. Высказываем благодарность организаторам и хозяевам за приложенные усилия и гостеприимство. Это от имени управления нашего фонда и от имени Агенции устойчивого развития и евроинтеграции с управляющим директором архитектор Кристиан Янов. Он наш друг, который с нами ездит и принимает участие в нашей конференции. Кристиан, пожалуйста, чтобы тебя увидели. Спасибо за внимание. Вы готовы? Да. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я прежде что приветствую академика Бера, пару слов скажу про него. Академик Бера очень уважаемый человек в Монголии, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки, герой труда и многих университетов мира, он почетный доктор, профессор. Ему сейчас под 90, он поэтому не мог приехать и пришлось мне вечер читать. Академик Бера является почетным президентом общества Иш-Тенгир в Монголии. И от имени этого общества, поскольку я являюсь президентом, хочу выразить благодарность организаторам этой важной и знаменательной конференции и хочу желать больших успехов по работе нашей конференции. Я сейчас прочту приветствие. Уважаемые участники 6-й международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии». Государственная идеология тенгризма, основанная на вере Тенгри, прошла 3 стадии развития. Она впервые возникла в период, когда Чингисхан основал великие монгольские государства в 1206 году.
В то время она была нацелена на сакрализацию и легимитацию мощи Евразийской кочевой империи. Вторая стадия проходила вперед, всемирную экспансию потомков Чингисхана. В то время тенгризм развился в устойчивую универсальную теорию тенгризации, в соответствии с которой все под небесами должно быть объединено под управлением монголов. Третья стадия тенгризма началась с правления Хубилай-хана, который дополнил создание мировой империи славян всего Китая. В отличие от своих предшественников, Хубилай-хан был менее связан с завоеванием, чем с проблемами умиротворения и консолидации мировой империи. Я очень рад, что идея тенгризма, возрождение веры в тенгри получила столь широкий интерес в современный период с развитием всемирной глобализации. Уважаемые участники и организаторы конференции, хочу поблагодарить вас за большой научный доклад дела изучения и развития идеи тенгризма в современном мире. И спасибо с уважением почетный президент Международного фонда исследований тенгри, президент фонда религий мира, академик Шагдарин Бера. Спасибо. Национального университета искусств. Значит, естественно, фонд исследований тенгри, Международный фонд, которого представляет Лена Валерьевна Федорова, Союз архитекторов Казахстана, который представляю я. Значит, очень большой вклад в организацию нашей конференции внесло Казахское географическое общество. Хочется вот здесь, Айгуль Алиясова здесь? Нет ее, да? Да. Вот они, в принципе, создали условия для того, чтобы, значит, вот, приехали вот, ювелиры, кузнецы, они практически оказали спонсорскую помощь. А сейчас я хочу предоставить слово вот. Я должен сказать еще, значит, в Якутии у нас называется Министерство культуры, а у них, вот слушайте только, да, Министерство культуры и духовного развития. Замечательно. Вот от имени этого министерства, к сожалению, вот Тихонов Владимир Иванович не смог прийти, значит, вот Власов Виталий Гаврилович, директор театра «Ланко» из Якутска, зачитает его приветствие. От его имени приветствие. Салимат Сызба, Кайрулы Кунбас. Аити Гыраймага Кыныр-Кынджана Нурынлырки. В прекрасной земле Казахстана горячий привет земле Ланко, далекой Якутии, Республики Саха. Мы вступили на вашу благословенную землю в количестве 15 человек. Будем исполнять шедевр устного наследия. Героический эпос Ланко, ознакомлен с традициями, обычаями, авгысом, благословением наших предков, кователь железа, как наши кузнецы Кудайбасы. Мы в знак дружбы и память ставим коновяз Серге. Раньше якуты, народ Саха, жили отдельными аласами. В каждом аласе ставились такие коновязи. Приехавший гость привязывал лошадь после долгого путешествия. Эти якуты показывали гостеприимство. А самое главное, Серге, Аглукмас, предназначен для связи с Тенгри, Тамара, с всем миром. А теперь разрешите зачитать письмо министра культуры и духовного развития Саха Владимира Тихонова. Уважаемые участники конференции, отрадно, что 6-я международная научно-практическая конференция «Тенгрианское и эпическое наследие народов Евразии» проходит в Астане, столице братского Казахстана. Еще больше примечательно, что она проходит в стенах замечательного Казахского национального университета искусств в рамках программ
культурных мероприятий юбилейного саммита стран ШОС и международной выставки Экспо-2017. Это логично и правильно, поскольку направление этой конференции в основном связано с проявлением истоков венгерского мировоззрения в культурных сферах фольклоре, поэзии, литературе, музыке, архитектуре, скульптуре, дизайне, живописи, хореографии, кино, театральном, прикладном искусстве. Специалистов для многих из этих сфер готовит Казахский национальный университет искусств. Данная конференция с 2007 года через каждые 2 года проводится в различных научно-культурных центрах Евразии. Решение о проведении очередной конференции в Астане было принято еще на 4-й конференции в 1913 году в Улан-Баторе, Монголии. Далее оно было подтверждено резолюцией 5-й конференции в 2015 году в Камчи, Болгарии. Таким образом, сегодня, наконец, наша конференция собрала ведущих предгреведов мира на священной казахстанской земле наших общих предков в Астане. Почему с самого начала в названии конференции фигурируют слова «венгерство» и «эпическое наследие»? Вы, ученые, как никто знаете, что для любого из наших народов героический эпос не только устное творчество, а еще мощный механизм, явление, которое стимулирует роды и племена, становится народом, этнос, нацией, обществом, государством, Эл-Иль. Для евразийских народов, предки которых были многие века воинами, кочевниками, героический эпос – источник познания о жизни родоначальников, сложение и становление их системы духовных ценностей, религиозных воззрений, объединенной веры единого небесного Тенгри. Это культурные маркеры самоидентификации, самосознания этноса, его уникальности, неповторимости и принадлежности к определенной истории, цивилизации. Для всех нас, независимо большие мы или маленькие этносы, эпос самый нашим сердцам дорогой, бесспорный, яркий символ собственного национального самосознания. Следуя положению Декларации прав культуры, выдвинутой академиком Лихачевым, о том, что человечество должно выстроить концепцию глобализации как гармоничного процесса мирового культурного развития, в котором налажен баланс между великими культурами и культурами малых этносов, на данной конференции вносит свою лепту в дело мира. Желаю участникам конференции успешной плодотворной работы, здоровья, счастья, благополучия. Министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владимир Тихонов. Туску Руй Айхал. Спасибо, Виталий Гаврилович. Я, по-моему, сказал, директор театра Ланхо, у них есть такой замечательный театр. Кстати, в прошлом году, по-моему, сам знаешь, да? Значит, он дал здесь 2 спектакля здесь. Вот мы с Сандом Смоиловичем с удовольствием посмотрели спектакль «Сон шамана». В общем, это очень знаменитый театр, обладатель множества международных призов, причем главных, на разных театральных фестивалях. Очень такой интересный театр, я вам советую, если попадется вам афиша, обязательно сходите.